Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода встретился с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром. Следует отметить, что несмотря на пандемию COVID-19, товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном в 2020 году составил 909 миллионов долларов США. В ходе встречи стороны также отметили, что сотрудничество между Таджикистаном и Казахстаном будет укрепляться на основе успешной политики глав двух государств, и дальнейшие возможности будут использованы целенаправленно. В городе Душанбе состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан. В ходе заседания стороны рассмотрели широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные направления взаимодействия в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта, образования и науки, сельского хозяйства, миграции, энергетики и водных ресурсов, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения взаимного сотрудничества в области привлечения инвестиций, создания совместных предприятий, а также наращивания плодотворного сотрудничества, реализации совместных проектов экономического и инвестиционного характера. По итогам работы заседания был подписан протокол 16-го заседания Таджикско-Казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ежегодно в целях достойной встречи международного праздника Навруз в столице со стороны исполнительных лиц с исполнительного органа государственной власти города Душанбе проводятся ряд работ по благоустройству и посадке декоративных сезонных цветов. Путем созидательных инициатив улицы, площади культурные и скверы превращаются в цветочный рай. С удовольствием хочу поздравить всех таджикистанцев с этим праздником. Это самый, я считаю, главный праздник в нашей стране. И хочу пожелать, чтобы в этом году у нас все было хорошо, чтобы все те сложности, которые были в прошлом году, они остались в прошлом году, а в этом году у нас был только успех, любовь, счастье. Республика Таджикистан является обладателем богатого культурно-исторического наследия и природных ресурсов, имеет реальный потенциал для привлечения многочисленных туристов в страну. Историко-культурные объекты, высокие горы и неповторимая природа нашей республики вызывают огромный интерес у иностранных туристов и гостей. По мнению туроператоров страны, одним из факторов, влияющих на посещаемость нашей страны, это небольшая информированность о нашем крае и качественное предоставление услуг, которые может предложить солнечный Таджикистан иностранному туристу. Я хочу, чтобы у нас наконец-то открылись полностью все границы, и к нам приехали туристы, к нам приехали гости. Сегодня наряду со столицей во всех уголках и городов и районов республики к достойному празднованию международного Навруза и общенациональных празднований сооружается и сдаются в эксплуатацию ряд вспомогательных объектов. Нужно отметить, что таджикский народ во главе с лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, после приобретения независимости смогла достичь огромных высот и выйти на международную арену путем созидания и хранения национальных ценностей, почитания и возрождения древних культур, сплоченности и развития градостроительства. Таджикский народ сумел приобрести свободу и дух патриотизма. 16 по 31 марта в Национальном музее Таджикистана организована выставка под названием «100 расцветок Чакана», посвященная 30-летию государственной независимости страны. Целью проведения выставки является поднятие чувства национальной гордости, почитание высшей культуры, эстетическое воспитание, пропаганда национальной одежды, возрождение национальных ремесел и представление будущим поколениям искусства предков. На выставке из фонда Национального музея Таджикистана представлены лучшие образцы этого вида искусства таджикского народа, такие как платье чакан, поясной платок, тюбетейки чакан, бардевор, курпаги, рохгахораги, руйджо, джойгир. Также представлены женские ювелирные украшения, такие как кольца, браслеты, серьги, ожерелья, короны, диадемы, которые женщины использовали наряду с платьем чакан.
Весеннее время для большинства из нас – это время обновлений, инициируемое самой природой. А для аграриев – это жаркая пора для подготовки к севу сельхозугодий и посадки деревьев. Для рационального использования каждой пяди земли, севу качественных семян и в итоге получения богатой плодородности, дехкани района Джалалудина-Балхе Хатлонской области предпринимают конкретные меры. Дехканское хозяйство «Мурод» селения Узон в текущем сезоне на площади 1 гектара земли провели посадку ростков цитрусовых деревьев. Кроме того, для обогащения угодий труженики намерены в промежуточных рядах провести сев семена картофеля. Наряду с этим в тепличных условиях в сельских джамуатах района выращиваются сезонные цветы. На сегодня работники из коммунальных хозяйств стартовали кампании по посадке цветов вдоль аллей, тротуаров и на местах, предназначенных для отдыха и гуляний. В рамках плана мероприятий, торжественных дат и сдачи юбилейных объектов в районе Айни Сагдийской области продолжаются строительно-монтажные работы. Джамуат городки Заравшон из намеченных 35 готовых объектов до сегодня более 20 были своевременно выполнены и сданы для общего пользования. Строительные работы в основном проводились в социальных сферах. За период сооружения новых объектов и после сдачи в эксплуатацию многие из числа местного населения были и будут обеспечены постоянными рабочими местами. Сотрудники отдела охраны окружающей среды города Турсун-Заде с целью благоустройства и облагораживания территории, а также обеспечения чистой окружающей среды в текущем году проделали определенную работу. При активном участии жителей сельских джамуатов и горожан увеличились мероприятия по посадке саженцев. До настоящего времени на улицах, проспектах, площадях, парках культур и отдыха города посажено более 4400 саженцев декоративных, 4100 плодоносных и более 24 400 тенистых деревьев. На протяжении всего времени с целью сохранения чистоты экологии и зеленых насаждений в городе и сельской местности проводились агитационные и разъяснительные мероприятия.